Сибай становится чище и краше. У ЖКХ дал старт конкурсу по благоустройству. Город Горняков, какой он? Корреспонденты СТВ узнавали у горожан. Любитель и профессионал. На днях прошли соревнования по настольному теннису. Теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Для многих горожан участие в экологических субботниках и чистых четвергах стало доброй традицией. Каждый старается внести свою лепту в развитие и чистоту нашего города. С каждым годом в Сибае растет число предприятий, учреждений и придомовых участков, которые радуют глаз. В преддверии празднования Дня города традиционно управлением ЖКХ объявляется конкурс по благоустройству. Каковы его условия в этом году, смотрите далее. Благоустройство города – шаг к удобной жизни. Мы сами создаем мир, в котором живем. Каждый из нас любит свой дом, старается, чтобы он был чистым и уютным. Но не стоит ограничиваться стенами квартиры или приусадебным участком. Наш дом – это весь город. Если каждый из нас будет заботиться о том, чтобы на его улицах, во дворах, в парках, скверах стало чище, то и весь город преобразится. Продемонстрировать череду изменений и красок может каждый на ежегодно проводимом конкурсе благоустройства. Это все направлено на то, чтобы показать, что есть в городе неравнодушные люди, и, соответственно, эти неравнодушные люди, они поощряются призами денежными, и потом, при проведении Дня города, как правило, происходит награждение номинантов. О том, какие номинации есть, вы можете узнать по телефону 23201, обратившись к нам, вам, укажут. И также мы сейчас разместим информацию в Сибайском рабочем и бегущую строку по телевидению о том, что конкурс проводится. Заявки будем принимать до 20 августа. 26 августа у нас предварительно назначен День города. И 26 августа мы будем уже вручать призы. К сожалению, помимо горожан, которые стараются украсить Сибай, имеются и те, кто доставляет только вред. Уже неоднократно сотрудниками патрульно-постовой службы пресекались случаи воровства цветочных саженцев, вытаптывания клумб, выгула собак и даже езды на скутере по клумбам. Бригада цветников сетует. В этом году саженцы растений и без всех этих факторов приживаются плохо, а еще и горожане вносят свою лепту. Мы ежегодно затрачиваем большое количество денежных средств и труда и сил для того, чтобы посадить на территории города цветы, чтобы радовали они нас и наших жителей, и гостей города своими, яркими красками. Но есть такие личности в городе, которые, не уважая, скажем так, чужой труд и те деньги, которые были затрачены, не жалея их, занимаются вандализмом. Это происходит ежегодно, и этот год не стал, естественно, исключением. Происходит это постоянно, то есть люди рвут цветы, пытаясь, подарить, возможно, своим любимым, кто-то для того, чтобы высадить их на своем участке, тем самым наносит большой ущерб для нас. Хотелось бы обратиться, к людям, которые этим занимаются. Давайте не будем этого делать. Ежедневно на протяжении всего летнего периода за цветами ухаживают озеленители управления ЖКХ. В их обязанности входит поливка, прополка и рыхление клумб. Отрадно и то, что возле магазинов и предприятий также обустраиваются цветники. Возможность наслаждаться этой красотой и ароматом цветущих растений выпадает лишь раз в году. Хочется верить, что сибайцы прислушаются, станут ценить эти моменты летних красок и сохранят их. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Все мы когда-то ходили в детский сад. Это была незабываемая пора. Целый день отдыха, играешь и гуляешь с друзьями. К сожалению, не все дети могут так беззаботно отдыхать. Но детский сад «Теремок» уже на протяжении многих лет дает такую возможность детям с ограничением здоровья. 7 января 1967 года открылся детский комбинированный сад для детей «Теремок». Именно там дети с различными ограничениями в здоровье могут чувствовать себя комфортно. У нас функционирует 5 коррекционных групп, компенсирующих групп. 2 группы у нас для детей с задержкой психического развития, работают по определенной программе. Там работают учителя-дефектологи, учителя-логопеды и воспитатели с образованием для детей именно с отклонениями в развитии. И у нас функционирует одна группа, это группа, компенсирующая группа для коррекции зрения детей. Эта группа тоже работает по специализированной программе. В этой группе с центральной городской больницы приходит медсестра. Есть еще 2 компенсирующие группы по нарушению речи.
Это значит логопедической группой работают у нас. И там работают высококвалифицированные учителя-логопеды, занимаются коррекцией речи. Также многие дети этого садика являются призерами городских и республиканских олимпиад. С ними занимаются высококвалифицированные воспитатели, которые много времени уделяют развитию детей. Именно здесь детей учат соблюдать традиции, проводят различные праздники. Каждое занятие в любой группе проводится с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей. Сотрудники учреждения понимают, что они призваны делать все, чтобы детям было весело, радостно и приятно. Этим и занимаются воспитатели компенсирующих групп. Наши дети в основном все носят очки, поэтому по технике безопасности наша группа изолируется, чтобы детей немного не комплексовать то, что они в очках в других группах. А в нашей группе все они абсолютно носят очки, они рады этому. В нашей группе созданы все необходимые условия. Есть специальные кармашки для очков. Дети приучены к уходу за очками. И группа разновозрастная. Дети, начиная с 3 лет и до 7 лет, посещают группу. У нас нет различия. Там маленькие дети и старшие. Малышам мы уделяем больше внимания, но это независимо. Не ущемлять ущерб старших детей. А старшие дети, они подтягиваются и ведут себя как старшие уже. А малыши, глядя на них, повторяют то, что делают старшие дети. И наши дети младшие развиваются намного быстрее, чем в других группах. Каждый день теремок распахивает двери для почти 400 мальчишек и девчонок. И сегодня мы поинтересовались, каково им в детском саду. В садике ходить на улицу. Во что ты любишь играть? В машинки. А еще на улице? Я люблю песочницу играть. Я люблю гулять, еще бегать на спортивном участке и люблю собирать красивые камушки. Мы в одну догонялку такие играли, там к вещи притронешься и тебя не могут заляпать. Александр Половнева, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Сибай – город горняков. Это утверждение служит аксиомой для всех жителей Башкирского Зауралья, знакомых с культурой родного края. Ведь именно развитие горнорудного промысла в регионе послужило причиной возникновения славного рабочего города. В этой связи решение перенести дату празднования Дня города на последнее воскресенье августа кажется не случайным и вполне обоснованным. Ежегодно в этот день отмечается профессиональный праздник шахтеров. Наш корреспондент Ренат Музафаров вышел на улицы города, чтобы лично расспросить горожан и узнать, какие чувства роднят сибайцев с этим праздником, где история каждой семьи хранит свой пример трудовой доблести и героизма. Нормально я отношусь к этому. А насколько это обосновано и чем? Расскажи. Я не знаю, лето все-таки, красиво, тоже это имеет значение. Вообще в Сибае держали это город раньше комбинат. И все, мне кажется, им обязан. В современное время, конечно, все упирается в деньги, и 2 праздника в один день нормально, я считаю. Тем более у нас много шахтеров, я думаю, в Сибае. Так что думаю, что совместили это нормально. Нет, это неправильно. Почему так считаете? Как это? Шахтеры пускай свой праздник празднуют, а горожане остальные все свой. Я положительно отношусь, в принципе. Почему бы и нет? Не знаю, 2 праздника вместе, может быть, так оптимальный вариант, может быть, для города. А так, мне все равно. Шахтеры, День города, все вместе будем праздновать. В принципе, я к этому празднованию отношусь положительно. Потому что у нас получается, что это будет только шахтеры выигрывают от этого. Потому что шахтерские дни у нас не стали проводить праздники. Раньше хоть День металлурга проводили, а сейчас забыли и про металлургов, и про шахтеров. А то, что сейчас перенесут на День шахтера, это будет даже прекрасно. Я считаю, что это будет очень даже хорошо. Внимание!
Вниманию жителей города Сибай! Новый лазерный метод лечения остеохондроза, грыж позвоночника, суставов, внутренних органов без лекарств и операций. Прием ведут специалисты медицинского центра «Надежда», город Санкт-Петербург, по адресу Сибай, Чайковского 1, Ледовый дворец, Ирандык. Телефон 8 965 650 80 74. Консультация бесплатна. К новостям спорта. Накануне в подростковом клубе «Атлант» прошли соревнования по настольному теннису. Юноши и девушки, представляющие различные клубы города, сразились в номинации «Любитель» и «Профессионал». О начинающих спортсменах и их достижениях смотрите в материале моих коллег. Инициаторами проведения соревнований по настольному теннису выступили эти два любителя данного спорта. Герман Ишбердин и Ренат Шайдулин посещают клуб «Атлант» так же, как и увлекаются настольным теннисом с детства. Хоть за плечами у парней еще нет регалий, для них этот вид спорта для души и тела. Чтобы общаться с людьми, играть. Теннис – это спорт. Тренируюсь, радуюсь, что играю тут с другими людьми. Все, развиваюсь в этой игре. Это развлечение, свободное время поиграть. В какой-то степени отдых. Первый раз я начал ходить на теннис еще, не помню в каком классе, к нам в школу пришли тренера и начали с нами заниматься. В тот момент я начал тренироваться. Помимо воспитанников клуба «Атлант», испытать свои силы решили также ребята из клубов «Олимп» и «Золото». Данный турнир организован для воспитания в молодых людях спортивного духа, привлечения их к здоровому образу жизни и популяризации спорта среди населения. Определили две номинации. Номинация «Профессионал» и номинация «Юниор». Естественно, по результатам соревнований будут определены победители. Конечно, будут награждены кубками, памятными грамотами. И не обделим, конечно, всех участников. Маленькие призы, подарки о сегодняшнем турнире, чтобы у них осталось в памяти. В каждой сыгранной партии участники показали отличные спортивные результаты, удар за ударом стремясь набрать победные очки. Но в итоге опыт и везение сделали свое дело. Победителем в номинации «Юниор» стал Дмитрий Масалев, в номинации «Профессионал» Ильдар Тактаев. Евдокия Титаренко, Олег Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Рыболовство и охота давно стали популярными видами активного отдыха. Но чтобы успешно поохотиться или порыбачить, нужно правильно подобрать необходимые снасти. В этом плане в Сибае у жителей не возникнут проблемы, ведь теперь в нашем городе открылся еще один магазин, в котором можно найти все необходимое. Подробнее узнаете в следующем сюжете. Магазин «Охотник-рыболов» ведет свою деятельность в нашем городе уже более 15 лет. В 1999 году он расположился по улице Коммунистической. Качественное обслуживание, надежный ассортимент товара, большая клиентская база. И вот буквально недавно было решено открыть еще один магазин на улице Белова. В магазине представлены все разрешенное гражданское оружие, боеприпасы к гражданскому оружию, запасные части оружия. Также большой ассортимент принадлежностей, аксессуаров, охотников. Также на втором этаже магазина расположен огромный рыболовный отдел. Думаю, что он самый большой в городе. В ассортименте магазина более 5000 наименований на сегодняшний день. Но это не предел, мы планируем развиваться. Ждем вас с покупками. Теперь именно здесь любители охоты и рыболовства смогут пополнить свой инвентарь необходимыми вещами. На первом этаже для покупателей представлен большой ассортимент охотничьих оружий, пневматических, травматических и газовых пистолетов, автоматов. Средства для самообороны, такие как электрошокер, газовый баллончик, муляжи оружия, рогатки, патроны разных калибров, рюкзаки, защитные приспособления. Однако и это еще не все. Здесь же на первом этаже магазина «Охотник-рыболов» можно найти такие вещи, как сейфы, которые надежно защитят ваши драгоценности, деньги, охотничьи ружья. А рыболовов коллектив продавцов ожидает на втором этаже магазина. Здесь можно приобрести лодку под свой размер, найти подходящую удочку, купить приманки для рыб. Кроме того, в продаже имеются вещи для пляжа. Теперь большинство любителей охоты и рыбалки будут приходить именно сюда, ведь широкий спектр товаров позволит всегда находить здесь что-нибудь подходящее, а большой коллектив опытных продавцов всегда готов помочь с выбором. Данил Алибаев, Олег Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Такими были новости пятницы. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. В студии работал Наиля Ахмедшина. Приятных выходных и только хороших вестей. До свидания.